19 школьных маршрутов в Коми пока не рекомендованы для перевозки детей. В прошлом году таких было 47. В 2022 на их обновление и благоустройство была выделена колоссальная сумма в рамках подпрограммы повышения безопасности дорожного движения. Помимо этого, чтобы ускорить работы, по поручению главы Коми муниципалитетом на приведение в нормативное состояние школьных маршрутов было выделено дополнительно 800 миллионов рублей. Как в республике усиливается контроль за безопасностью на дорогах и в каких направлениях требуется доработка, об этом сегодня говорили во время обсуждения госпрограммы развития транспортной системы в Коми. Подробнее о том, как идет формирование бюджета, в сюжете Татьяны Супяткиной. От качества автомобильных дорог зависит в целом безопасность дорожного движения. Ямы, отсутствие разметок знаков и пешеходных переходов могут сильно повлиять на печальную статистику. Но чаще всего сами водители и пешеходы становятся виновниками аварий. Чтобы фиксировать нарушения по всей республике на дорогах установлено 108 камер видеофиксации. Мера действенная, но пока не для всех. А потому профилактическую работу по дорожной культуре необходимо расширять. Что нас может огорчать, это, конечно же, снижение. Пока что мы видим финансирование программы 180 миллионов с небольшим в этом году, 80 в следующем. Как я уже сказал, есть объективная причина, связанная с тем, что большинство неудовлетворительных школьных маршрутов сделано, да, эти средства уже потрачены. Но на другие направления мы считаем необходимо все-таки выделять средства, потому что безопасность дорожного движения – это не просто качество дорог, да, вот у нас о качестве дорог, о строительстве и другая программа, и будет еще рассмотрение. А это и вырубка кустарников, и это разметка, это разделительные полосы, это пешеходные переходы, это вообще знаки. Состояние школьных маршрутов еще год назад вызывало множество вопросов. В начале учебного года 47 таких участков автоинспекторы признали негодными для эксплуатации. Ситуацию на тот момент надо было срочно исправлять. По поручению главы Коми муниципалитета получили дополнительно 800 миллионов рублей на ремонт, освещение и нанесение разметок на дорогах. В этом году очень много проведено работы. Все жители города, буквально все социальные сети пестрят, что такого не было очень давно. Конечно, благодаря такой программе, как «Безопасные дороги», нам удалось очень много сделать работ по проведению дорожной сети в соответствии. Есть у нас школьные маршруты, которые выполнялись муниципалитетами за счет средств республиканского бюджета, то есть были предоставлена такая возможность, распределена. Была контрактация современно выполнена, была огромнейшая работа проведена. При этом мы также знаем, что по итогам прошлого года у нас было, скажем так, не рекомендовано к школьным маршрутам 47 маршрутов. На сегодняшний день таких у нас только 19. Но сказать только 19, это не значит сказать, что знаете, мы какие-то молодцы. Да, мы немножко не доработали с коллегами, полагаю. До конца года планируется отремонтировать еще 90 километров дорог. По ним также возят школьников. В первую очередь необходимо привести в нормативное состояние два моста при Лузе через реку Летка и в Уктыле в сторону Почури. Контракты на выполнение всех работ заключены, но есть риски, что в этом году не все удастся завершить. В их числе и мост при Лузье. Татьяна Супяткина, Олег Юшков, телеканал Юрган.